Оказывается, в советское время, одно время даже у нас ходили легенды про гремлинов. Потом у меня, кстати, отец в 90-е годы, он подрабатывал на эксгумации. Поздним вечером, темно, и я катаюсь, там освещенная квартира, и я вылетаю в коридор. И мне казалось, что оттуда меня кто-то похитит, и обратно вернутся пустые качели, и родители будут просто в шоке. И у меня лицо начало превращаться в лицо Квазимода, вот этого горбуна из Нотр-Дама. То есть один глаз такой как бы заплыл, щека упала, рот упал, короче, говорить начал с трудом. Кстати, почему у нас вдруг начала шататься камера, ты ее задел? Нет, не задел. Если говорить вкратце, да, то у меня в обществе, наверное, есть три функции, которыми я занимаюсь. Первая — это журналист, вторая — это писатель, и третья — это блогер. Эти все направления, они находятся где-то рядом, но все равно это совершенно на самом деле различные вещи. Пускай даже они находятся как бы в одном жанре словесности, но они охватывают как бы совершенно разные аспекты моей жизни. Ну, родин у меня на самом деле много, то есть родным городом я считаю город Якутск, потому что в нем я прожил большую часть своей жизни. Но при этом родился я в городе Москва. Там мои родители учились, там они как бы познакомились, и там же они поженились, кстати. И какое-то время мы жили там, но потом уже мы всей семьей поехали на родину к моему отцу. Он, кстати, тоже Михайлов Дмитрий Дмитриевич, ну, полный мой тезка. И мы поехали в село Сунтар. Там какое-то время жили. Также часто еще и жил, и выезжал в Вилюйский район, село Тымпы, так называемая поющая деревня, потому что оттуда родом очень большое количество певцов вышло. И они, кстати, являются моими родственниками. И, кстати, в юности мне часто говорили: у тебя вон столько творческих людей, родственников, там, считай, отец у меня, например, он актер театра и кино. И плюс по материнской линии у меня, ну, люди пением занимаются. И мне говорили то, что столько творческих людей, а ты вот как бы ничем таким не занимаешься. Ну, это в юности. Потом все-таки со временем я пришел к более таким творческим вещам. Наверное, все началось с того, что я случайно попал в журналистику. То есть после того, как я выучился на филологическом факультете отделения рекламы и пиара, по специальности не мог найти работу, занимался подработками, и мне предложили поработать на радио. Радио Вести федеральное, здесь местное региональное отделение. И я прошел... нет, сначала я прошел кастинг на НВК. Там я поработал некоторое время, но моя начальница уходила в отпуск, и она не успела решить вопрос с моим трудоустройством, и меня порекомендовала уже в Вести. Вести тоже так же как бы меня посмотрели и тоже приняли. И так я начал заниматься журналистикой. Я был и ведущим радиовещания, и одновременно корреспондентом. Там же, кстати, я впервые начал вести свой блог со страшными историями. На самом деле все началось именно оттуда. Это было еще не формат блога, просто на Хэллоуин как-то сделали радиопередачу со страшными историями. И в ее рамках я рассказал несколько историй с интернета. У меня была напарница, и плюс мы сделали очень хорошую звуковую подборку. И передача получилась довольно-таки жуткой, прикольной, интересной, потому что даже оператору было страшно, у нее волосы вставали дыбом, когда мы вот это все записывали. И напарница тоже испугалась, и я сам тоже такой легкий мандраж испытал. Но тогда интернет, к сожалению, был не особо развит, потому что он был дорогой, мобильного интернета, можно сказать, практически не было, потому что он там исчислялся в мегабайтах. Поэтому никуда я его не выкладывал, оно вышло именно только на радио. И поэтому, к сожалению, у меня запись не сохранилась. Потом я решил делать подкасты, даже пробные вещи пытался записывать на той же, на базе радиостудии. Ну, как бы эксперимент провалился, и потом я уже начал этим заниматься в домашнем формате.
Вот. Самое интересное то, что тогда техника очень сильно отставала от нашей. Очень было все трудоемко, потому что и компьютеры медленно рендерили вот эти файлы. И плюс, как сказать, самая большая сложность, она заключалась, наверное, в совмещении как раз... нет, самая большая сложность, она заключалась именно в записи звука. Это сейчас как бы недорогой микрофон очень легко купить и очень легко записываться, но раньше приходилось писаться дома на шипящий такой большой как бы микрофон, а они довольно-таки дорогие. Это сейчас любая петля, в принципе, она хорошо пишет. И плюс еще приходилось откуда-то с интернета скачивать большие подборки звуков. И я тогда начал вот карьеру свою YouTube-блогера в 2000, если не ошибаюсь, в 2014 году. Тогда даже не было вообще такого понятия, как видеоблогер в российском сегменте интернета. И мои видеозаписи, они набирали не такое уж большое количество просмотров. Это было там несколько сотен, максимум 1000 просмотров. Я подумал, что просто-напросто это все не стоит усилий предложенных. И поэтому я решил остатки истории, которые у меня были, уже выпускать в текстовом формате на дневниках на сервисе нашем местном. И они неожиданно начали получать очень большую, привлекать очень большое внимание аудитории, хотя мне казалось, что истории там довольно-таки обыденные. То есть, если на Ютубе я ориентировался и на местных, и как бы на внешний сегмент людей, любителей страшных историй, то здесь уже как бы чисто на местных. И у меня многотысячные просмотры начали появляться внезапно. Начали вот эти истории цитировать, хотя мне казалось, что они общеизвестные. Тем более у меня источников истории было достаточно много. Что-то мне рассказывали, что-то я сам как бы написал, из своей жизни или из памяти, то, что мне вот друзья говорили. И плюс еще на местных форумах были специальные ветки, где как раз выкладывались баки. Там, конечно, очень много было историй в стиле копипаста, то есть скопированных откуда-то с интернета. Их сразу видно. Местами были явно вымышлены, но часть истории, небольшой процент, они были именно местный контент. И я всегда считал и считаю, что якутские страшные истории — это вообще совершенно отдельный жанр. Кстати, на крупных российских площадках есть специализированные сайты. На некоторых из них даже есть специальный тег Якутия. То есть якутские страшные истории, они как бы являются под жанром вообще вот этого жанра такого хоррора, поскольку он на самом деле несет в себе очень древние... На самом деле якутский вот этот устный фольклор, он очень древний, и по всей видимости его постоянно как бы рассказывали люди во время на охоте, либо долгими зимними вечерами, либо, например, на сенокосе во время отдыха у костра. То есть это такой вот как бы своеобразный жанр баек. Причем он очень сильно сдобрен именно якутским традиционным фольклором. И там фигурируют очень такие интересные, колоритные, аутентичные персонажи. И, кстати, когда писал свою первую книгу, я ее сразу разделил на два раздела. То есть это истории сельской глубинки и городские легенды, потому что они очень сильно отличаются по своему духу. Потому что деревенские истории, они ближе к фольклору, а городские истории, они похожи больше все-таки на общие мировые истории, то есть чуть ближе к этому, потому что, оказывается, в советское время, одно время даже у нас ходили легенды про гремлинов, как ни странно. Оказывается, такая вещь тоже была. Это объяснялось тем, что у нас шла воздушная трасса Аляска-Сибирь, вот эта воздушная магистраль, и у нас здесь останавливались пилоты, которые перегоняли самолеты. Ты шутишь? Я зову его Гизмо. По-моему, ему нравится. И, соответственно, как бы американский фольклор,
где как раз фигурируют эти гремлины, маленькие существа, которые могут проникать в различные механизмы и их портить. Он перетек в том числе и к нам. То есть, ну, в народе такой вот ходил. Я не скажу, что это прям был такой очень устойчивый миф. Кстати, я сам мифы считаю устойчивыми, если они ко мне попадают из совершенно разных источников. Это так же, как в журналистике. Требуется, чтобы было два, а еще лучше три разных источника, которые подтверждают события. И если их данные совпадают, то как бы информация считается более-менее правдоподобной. Также и с мифами. Но, к сожалению, вот эта информация, она мне поступила, то есть только из одного источника. То есть, соответственно, они не были очень сильно распространены, скорее всего, там, в определенных кругах. Они вращались, и, скорее всего, они, наверное, ходили в районе где-то рабочего городка, где как раз вот была база у этих пилотов, то, что они там общались с местными, например, да, могли рассказывать такие вещи. И вообще фольклор, он очень интересен тем, что он отражает как бы атмосферу и дух того времени, ну, когда этот миф был распространен. И поэтому, когда перечитываешь такие истории, очень сильно погружаешься. И вообще меня больше всего вдохновила в жизни книга рассказа Ляо Джая о необычайном. Она у меня была с самого детства. И там этот Ляо Джай, он собрал различные как раз вот эти байки, которые ходили про паранормальные существа или про людей с необычными способностями. Это так полусказочный формат, но он был очень интересен, то что это был именно сборник историй, которые он записал, и поэтому они звучали более-менее правдоподобно. Очень часто там фигурировали лисы, оборотни, которые приходили по ночам к людям, вступали с ними в связь, и потом человек мог заболеть, сойти с ума, умереть и так далее. Иногда же, наоборот, вот эти лисы-оборотни, которые проявляли сразу несколько... То есть у них было прямо несколько проявлений. Во-первых, они принимали человеческий облик, во-вторых, они принимали звериный облик, и в-третьих, у них были свойства, которые приписывали привидениям. То есть внезапно исчезать, внезапно материализовываться, становиться невидимым и так далее. Плюс еще рассказы о всяких демонах, о всяких встречах с необычными людьми, о людях с какими-то сверхъестественными способностями, которые могли там оживлять картины, например, разговаривать с умершими и так далее. И это было все очень интересно, потому что я почувствовал действительно вот эту атмосферу мистического Китая. Причем истории эти были достаточно древние, если мне память не изменяет, это где-то примерно 8 век, если не раньше. И когда вот в эти вещи погружаешься, ты больше как бы узнаешь про жизнь, про дух народа. Это как бы дополнительная вещь, которая должна идти вместе с изучением истории. Также, в принципе, и якутские легенды, они дают тоже какую-то определенную информацию, какой-то дополнительный вот дух нашего народа. То есть, если деревенские легенды, они показывают о том, какие у нас были традиционные верования у якутского народа, то городские легенды, они являются более поздними, более урбанизированными. И там как бы прослеживается как раз влияние как и других народов, других культур и так далее. То есть там прямо есть рассказы про полтергейст, есть рассказы про домовых, барабашек и так далее. Но эта вещь, она меня на самом деле преследовала буквально с самого детства. Мои первые непрерывные воспоминания, они у меня связаны где-то примерно в возрасте 3 лет, что ли, когда мои родители жили в здании под названием Чароит. Ну, это наиболее известное название. Также театр эстрады, также это кафедральный собор. Это здание возле театра оперы и балета, которое сейчас находится на реконструкции. В то время, это было советское время, 80-е годы, там некоторые комнаты использовались в качестве общежития для работников театра. И нам там выделили комнату, сначала одну, потом мы, кстати, расширили жилплощадь, там уже 2 комнаты было.
И мы, получается, жили в бывшем соборе, в церкви. И я могу сказать то, что там и энергетика была особенная, и атмосфера тоже была такая довольно-таки готичная. Там такие высокие потолки, толстые стены, окна такие прямо, ну, с большими подоконниками, глубоко такие находящиеся. И у нас еще сторона здания была теневая, где солнце как бы особо не смотрело, и там было очень мрачно, очень было жутко, потому что в детстве я больше нигде и никогда так сильно не боялся, кроме как вот в том месте. Хотя у меня бывало такое, то, что я жил, например, вообще в избушке заброшенной. Там я как бы вообще никакого дискомфорта не испытывал. Вот. И освещение там, особенно в коридорах, было совершенно не очень. И я прямо, ну, детская моя фантазия рисовала огромное количество привидений. Я, кстати, не знал, что, оказывается, вокруг этого здания было кладбище. И кости, они все еще находились в самой земле. Потому что в советское время к захоронениям относились довольно-таки просто. И там просто надмогильные сооружения убрали, и все. Как бы, и потом у меня, кстати, отец в 90-е годы, он подрабатывал на эксгумации, и там ну, вытаскивали вот эти гробы. Некоторые прогнивали до такого состояния, то, что когда гроб поднимали, иногда выламывалась нижняя доска. И содержимое гроба, оно просто-напросто высыпалось, и приходилось вот эти кости грузить лопатами. Вот, то есть кости они оттуда уже впоследствии убрали. И я помню, у меня отец установил детские качели в дверной проем. В обычное время они поднимались и вешались на специальный крюк, чтобы они не мешали туда-сюда ходить. Когда я хотел покататься, я просил родителей, они спускали вот эти качели вниз, и я на них катался. И я помню, что я боялся того, что меня кто-то украдет, потому что поздним вечером темно, и я катаюсь, там освещенная квартира, и я вылетаю в коридор. И мне казалось, что оттуда меня кто-то похитит, и обратно вернутся пустые качели, и родители будут просто в шоке. Но ничего такого не происходило, это просто были детские фантазии, но однажды я столкнулся с чем-то совершенно паранормальным. Это было днем, кстати, как ни странно. Я хотел подняться на второй этаж, и мне просто казалось, что там кто-то есть. Потому что я вроде бы слышал какие-то посторонние шумы, хотя я знал, что там помещения, они не жилые, они заперты и вообще как бы никак не используются. Я поднялся один туда наверх, подошел к двери, я прямо помню ее цвет. Она такая голубоватого, по-моему, цвета была, ну такая светлая. И начал пытаться смотреть через щель, прислушиваться и так далее. Потом что-то произошло со мной такое, что у меня из памяти просто удалилось. Есть такое свойство у детской психики, травмирующие воспоминания удалять. Ну, защитная вещь. И у меня действительно это воспоминание, оно совершенно выпало. Я единственное, что помню, я прямо в страшной панике бегу вниз. Я прямо лечу так, что я еле успеваю перебирать ногами на лестнице, и я забежал к соседке, потому что я знал, что родители на работе, их дома не было. И соседка мне как раз еще не так давно пересказывала вот эту историю, и я хотел у нее узнать, что же я там увидел или услышал. А она говорит, что я отказывался на эту тему говорить уже тогда. И я просто единственное, что говорил, то, что я что-то слышал. Она меня пыталась успокоить, говорила, что мне показалось, но я знал, что мне не показалось, что я получил травму. И я даже у нее прятался под старой швейной машинкой Зингер, у которой ну, ножные вот эти педали. Вот, и там я у нее пересидел до тех пор, пока не пришли мои родители. И потом уже вещь номер 2, которая на меня повлияла, мы уже переехали на 17-й квартал. Там уже в деревянном бараке актерам тоже комнаты выделили. Получается, мы там жили, там половина комнат действительно там проживали актеры, если не все. Ну, по-моему, половина или большая часть. Мы друг друга все знали и жили, можно сказать, очень такой большой семьей, друг к другу в гости ходили, там по коридору можно было бегать спокойно детям.
Вот, и с детьми мы тоже дружили. Очень интересная такая теплая атмосфера была. Мы даже на Новый год иногда украшали коридор. И там вот я тоже столкнулся с тем, что я увидел полтергейст. И у меня еще была соседка, которая была свидетелем. Она видела то же самое, что и я, поэтому как бы я в это уже безусловно верю. То есть если бы я видел это один, я мог бы со временем уже сказать то, что мне показалось, или это была детская фантазия, которая все вот дорисовала. Мы сидели, играли на диване, и кухня, она была просто отделена шкафом. Она хорошо с дивана просматривалась, и мы смотрим. Там воздух поднимается, графин стеклянный сам по себе наклоняется, и кто-то начинает пить. И причем вода, переливаясь через край, она не капала на пол совершенно. Она, получается, дематериализовывалась прямо переливаясь через край. То есть кто-то невидимый пил воду оттуда. Он оттуда воду попил и графин поставил обратно на место. Мы просто были в шоке. И это я выдумать не мог, потому что я до сих пор не могу нормально это объяснить, это явление. Чтобы как бы невидимка ел и пил, я такого как бы практически не слышал. Есть одно исключение, Никон Романов, но о нем я расскажу немного позже. Это одна из самых крутых якутских легенд, но это как бы отдельный разговор. И в общем мы очень сильно испугались, мы сидели на диване, там прямо начали баррикадироваться подушками, чем попало, чтобы смягчить удар, если вдруг это нечто на нас нападет. Я еще был достаточно смел для того, чтобы выстрелить из детской игрушки в ту сторону, как бы, где находилось вот это предполагаемое привидение. Это была машинка, такая довольно-таки крупная, в виде ракетницы «Катюша». И там я зарядил большую ракету, выстрелил туда, и она как бы пролетела, стукнулась об стену. И понятно было, что там как бы уже никого нет. И я еще такой подруге говорю: может быть, ты сходишь? Она постарше меня была немного. Она говорит: нет. Я такой сижу и думаю, ну просто так сидеть это как-то странно будет. И я побежал за этой ракеткой. Когда я подбегал, я боялся, что эта штука со мной что-то сделает, но ничего не произошло. Я прямо с легким сердцем побежал обратно, зарядил машинку, выстрелил снова в то же самое место. И второй раз уже без всякого страха я забрал эту ракетку. Я понял, что даже если что-то здесь было, то оно ушло. И мы уже как бы дальше спокойно сидели, и соседка потом засобиралась домой и ушла. Вот такая вот вещь была. И плюс к этому, как раз таки в том же самом доме я познакомился с мистикой. Тогда уже был конец 80-х, начало 90-х. Это был такой рассвет мистики, и очень много различной литературы начало выходить на такую тематику. Ну, то есть цензура-то пала. И ко мне в руки попал сборник классических английских рассказов про привидения, реальные случаи. И они мне тоже очень сильно запомнились. То есть, допустим, с китайскими историями я познакомился гораздо позже, когда у меня кругозор уже пошире стал. И там очень классные были истории, например, про то, как на войне, то есть была семья, у которых сын ушел на войну. И однажды вечером они сидят, ужинают, вдруг стук в дверь, открывают дверь, а там их сын стоит. И они еще думали, что его, может быть, отпустили с фронта. И такие говорят: ну заходи, садись, садись за стол, а он ничего не ест и не пьет, сидит. И заметили то, что он очень бледный. И они говорят: что с тобой случилось, ты что, ранен, что ли? Он говорит: нет, я не ранен, я пришел сюда, чтобы с вами попрощаться, я на самом деле убит. И после этого он исчез. Тут же, конечно, у всех родных паника, они не могли понять, как это произошло. И в скором времени к ним пришло извещение о том, что, оказывается, их сын погиб на войне, и это произошло ровно в ту дату, когда он нанес визит. Точнее, это был его фантом. Ну и там в таком же духе очень классные истории. Я думаю, что именно как бы вот эти события и вот этот сборник, они на меня очень сильно повлияли. И я, видимо, подсознательно уже тогда вот в детстве хотел создавать свои собственные сборники страшных историй. Я не знаю, как бы
поверят зрители в эту историю или нет, но я говорю то, что она со мной произошла абсолютно реально. Я тогда жил на другой квартире, и тогда у нас шел ремонт. И, в общем, ночью я спал один в комнате. Комната была совершенно пустая, был только диван, потому что мы там собирались менять обои, вот вообще все оттуда вынесли. Обои, пол, по-моему, вот это вот все. Но это не суть дела, важно. И ночью я вдруг просыпаюсь от того, что кто-то скребется у нас в двери. Я такой лежу и слушаю. А у нас там такая была ситуация, то что у нас было две двери. То есть сначала у нас стояла, ну, стандартная деревянная советская дверь, потом мы уже установили железную, но мы внутреннюю оставили, потому что когда сильно холодно, мы закрывали. А так у нас вот эта деревянная дверь постоянно стояла открытая. И внешняя дверь, она довольно-таки тонкая. И, кстати, вторая функция, которую деревянная дверь, ну, вторая функция, которую выполняла деревянная дверь, это была звукоизоляция. То есть очень хорошо было слышно, например, если кто-то в коридоре идет или еще что-то такое. Я прям слышу, кто-то вот копается железкой. И я вдруг понимаю, что кто-то пытается взломать дверь отмычкой или чем-то похожим. То есть звук был такой, как будто в замочной скважине кто-то копается проволокой. Я такой очень тихо встаю, пытаюсь бесшумно подойти к двери, чтобы посмотреть в глазок и оценить ситуацию. Я подумал, что если там один человек, какой-то взломщик, то я постараюсь ему дать отпор. Если их там несколько, или если мне покажется, что человек может быть опасен или вооружен, я тогда уже думал, что нужно предпринимать какие-то действия. То есть либо звонить друзьям, либо вызывать полицию, ну, что-то в этом духе. Подкрадываюсь, и я при этом внимательно очень прислушиваюсь. Тогда в коридоре стояли советские счетчики, и их работа даже была слышна, как они там электричество мотают. То есть настолько было тихо. Если там в коридоре уронить спичку, я бы услышал, тем более как бы в ночной тишине. И ничего, ни звука. Подкрадываюсь к глазку, смотрю в него внимательно, никого. А бесшумно от двери никто бы не мог отойти. Я такой постоял, послушал, дверь открывать не стал и пошел обратно к себе в комнату. Кстати, я не знаю, имеет это какое-то значение или нет. У меня над дверью ранее висел специальный амулет. Я его так интуитивно сам собрал из трав, обладающих защитными свойствами. Это был зверобой, девисил и, по-моему, кора дуба. Такой вот маленький мешочек сделал и прибил его к дверному косяку изнутри. Ну, это просто так, как бы, как амулет. Это даже был такой, как бы, полудекоративный аксессуар для меня, хотя я в него тоже как-то, ну, определенную веру вкладывал. И получается, как раз в день вот этих событий он у меня каким-то образом выпал из двери. А я еще тогда не совсем понимал, оказывается, такие амулеты, они, когда повреждаются или когда они падают и так далее, то их нужно делать заново или какие-то еще действия предпринимать. А я просто его воткнул обратно вместе с гвоздем. Я еще думаю, странно, как он мог как бы сам по себе выпасть. Потому что я его именно вколотил туда вот в деревяшку, и он выпал оттуда вместе с гвоздем. Я так вот с усилием как бы его обратно воткнул, и он, кстати, потом таки не падал больше никогда. Вот, и получается этот амулет, ну даже как бы веришь или не веришь, ну если веришь, то получается этот амулет, он свою силу потерял. Вот, но я этому не придал значения. Потом я не придал значения даже второму признаку. На самом деле, когда что-то такое происходит, часто бывают какие-то предварительные звоночки, на которые нужно обращать внимание. Но я сам человек такой, как бы, с одной стороны, я верю, конечно, в паранормальное, да, но с другой стороны, у меня здравый смысл есть тоже, потому что я человек образованный, и я стараюсь не придавать, как бы, излишнее значение таким вот очень мелким вещам. И плюс еще я не стараюсь видеть мистику там, где ее нет. Ну, то есть преувеличивать это дело. Поэтому вещь номер 2, которая со мной произошла, это когда я лег обратно, у меня в глазу была засветка от того, что я смотрел из темноты в глазок.
обычно, когда из темноты куда-то смотришь, у тебя в сетчатке отпечатывается свет, который был. И он у меня отпечатался очень интересно в виде 3 силуэтов человеческих. Я еще такой думаю, надо же, как интересно. Ну, подумал, просто совпадение какое-то. И спокойно лег спать. Только я начал засыпать, я услышал какие-то шорохи. Вот тихие шаги, как будто шла кошка. Но при этом у нас тогда домашних животных совершенно не было. Никаких. Я еще такой спиной лежу, получается, ко входу в комнату. И закрытыми глазами еще спрашиваю, кто здесь. В ответ никого, шаги прекратились. Я даже не стал поворачиваться, потому что я знал, что тут точно никого нет. И спокойно лег спать. Во сне когда я уснул, мне приснился кошмар. Мне снилось то, что я хожу по своей квартире, и вдруг внезапно дверь в комнату открывается, и в комнату влетает прямо какой-то клубок вот такой темный, непонятного нечто. И оно пытается до меня дотянуться щупальцами, которые из него утягиваются, а само оно такое как бы веретенообразной формы было, бесформенное. И я совершенно не боялся, и поэтому я даже начал смеяться над этой штукой, потому что оно совершенно ничего не могло со мной сделать, потому что во мне не было страха. И при этом я вдруг начал слышать голос. Меня кто-то звал по имени, там, Дима, Дима. И когда голос сорвался на крик, я проснулся, потому что я подумал, что меня кто-то будет. Я просыпаюсь, а тут у меня уже ждал самый настоящий кошмар уже наяву. Вообще с темой сонного паралича я знаком давно, и это отличалось совершенно от того, что, с чем я раньше сталкивался. Сонный паралич — вещь такая обыденная, просыпаешься, двигаться не можешь, через какое-то время это проходит. В этот момент испытываешь тревогу, иногда бывают галлюцинации. А тут я просыпаюсь, и я прямо чувствую самое настоящее удушье, меня кто-то вот прямо горло сдавливает, именно уже физически. И я, опять по классике, не могу ни пошевелиться, ничего не сделать. Слушаются только глазные яблоки. Кстати, я немножко объясню, что такое сонный паралич. Сонный паралич — это когда ты слишком резко просыпаешься, у тебя мозг просыпается не полностью. У тебя работает автоматика. То есть автоматика есть, когда ты спишь, мозг, он блокирует определенные свои участки, и ты двигаешься не слишком активно. То есть он подавляет твои движения, ты двигаешься только, чтобы ничего не отлежать во сне, ворочаешься и так далее. Но в основном ты большую часть времени лежишь неподвижно. И, например, эта же автоматика нам позволяет не падать с кровати. То есть поэтому именно у нас это происходит крайне редко. Несмотря на то, что очень легко упасть с кровати, но это практически никогда не происходит. И вот эта же самая автоматика, которая нас бережет от излишних действий, она все еще работает. И поэтому ты просыпаешься, а тело еще не проснулось, и ты из-за этого не можешь взять над ним контроль. И это нормально. Плюс еще спящий человек, он дышит не глубоко, и поэтому бывает ощущение, что ты задыхаешься. Но если сохранять спокойствие, то через какое-то время у тебя мозг уже нормально просыпается, и ты уже спокойно встаешь. Самое главное — не паниковать. То есть с этим я сталкивался. То есть я просто сразу исключаю вот эту версию. То есть у меня сонный паралич, конечно, был, но при этом явно на меня напала какая-то потусторонняя сущность. Меня кто-то душил, и я такой смотрю и вижу объемное нечто невидимое. То есть он выглядел примерно как хищник в фильме, когда вот он полностью прозрачный, но при этом то, что за ним, оно становится немножко выпуклым, что видно его контуры. И там была точно такая же история. Это существо выглядело как будто из воды сделано. Совершенно четко видны были границы ее невидимости. Я увидел руку, я увидел туловище человеческое. Голову я нормально не разглядел. Я такой лежу, и с одной стороны жду, что будет дальше, с другой стороны я понимаю, что мне запаса воздуха хватит ненадолго. Я пытаюсь вспомнить, что в этот момент люди делают. И я понял, что мне нужно попытаться что-то произнести. Плюс еще лихорадочно я в голове перебирал все, что я знаю, и вспомнил несколько слов на латыни. И попытался сказать. В первый раз это получилось только мысленно,
второй раз чуть-чуть начали слушаться губы. В третий раз я прямо эти слова прохрипел. И это существо, его прямо сдуло в сторону окна. Так вот, фух. И тут же у меня вот это оцепенение прошло, и дальше начинается самое интересное. Это было время 5 утра. Я успел посмотреть на будильник, то есть это было зимой, это было время такое как бы незадолго до рассвета. И я тут же позвонил друзьям, и оказалось, что они гадали мое отсутствие, то есть они меня не звали, но у них был сеанс спиритический на квартире, и они должным образом не отправили духов обратно, и их какая-то штука преследовала, и у них, оказывается, были те же самые вещи, что у меня, но я об этом не знал. Просто когда я позвонил друзьям, рассказал, они говорят, срочно к нам на переговоры, они там уже собрались, как бы выслушали меня и потом рассказали свою историю. И они говорили, что они от этой штуки избавиться сами никак не могут. И я такой полностью расспросил, как делали, что они делали. Я сказал, ребята, чтобы эта вещь ушла, нужно сделать все то же самое, только в обратном порядке. И мы вычислили то, что в тот вечер последний сеанс вызова духов проводил один из парней, который, кстати, тогда отсутствовал. Я сказал, что нужно сделать то же самое, нужно позвать его, и нужно, чтобы именно он провел процедуру как бы в обратном порядке. Он, кстати, упирался, не хотел, и он говорил, вы все выдумываете, но все-таки как бы мы очень сильно настояли, он это сделал, все как бы в обратном порядке, и действительно после этого как бы мы больше с этим никогда не сталкивались, с этим явлением. У нас в городе, я пытался ходить в несколько разных мест, но я могу сказать то, что прям, чтобы дома с привидениями были, таких у нас в Якутске не так уж и много. То есть места, где либо на улице где-то что-то можно увидеть, якобы, в каких-то местах, там, в старом городе, например, или еще где-то. Хотя я сам как бы сколько не ходил, я ни разу не видел. И плюс домов с привидениями, таких общедоступных, тоже достаточно мало. То есть истории, они в основном квартирные, туда попасть не так уж и просто. Я посещал, например, знаменитый дом с зеленой крышей на Покровском тракте. Это который частный, да? Да. Который построили. Да, я про него расскажу, потому что у меня про него спрашивают постоянно. Это самый такой, как бы, часто повторяющийся вопрос, который мне, честно говоря, даже немножко поднадоел, потому что, я рассказываю про него постоянно, но, тем не менее, у меня всегда люди про него спрашивают. В общем, в рамках съемки одной передачи, которая называлась «Полтергейст», меня друг попросил стать соведущим в ней. Мы отправились туда вместе с экстрасенсами. Когда я заходили во двор, я прям почувствовал что-то такое как бы неладное. В этой местности. Сам двор, кстати, нормальный. И сам двор такой как бы достаточно чистый. Там очень приятная такая беседка. Сбоку от него какие-то стройматериалы стоят. Есть гараж. Туда, по-моему, тепло не провели, он не совсем достроенный был. И само здание, оно как бы по-черновому готово было, но там ни окон, ничего не было. И там действительно атмосфера была довольно-таки гнетущая, но я не скажу, что я прям что-то увидел или прям на меня накатывала какая-то паника, но атмосфера действительно там была такая достаточно нездоровая. То есть я бы по своей воле там бы не стал жить, однозначно. Потому что, именно на уровне энергетики там было не очень. Хотя вот там по рассказам говорили, что в окне кто-то что-то сфотографировал, и люди видели в окне второго этажа что-то как бы похожее на призрака, на человека. А по легендам там что-то чуть ли не убили целую семью. По другой версии говорилось о том, что там кого-то убили и замуровали в этом здании, потом как бы тело нашли. И так далее. Кстати, когда это очень бурно обсуждается в интернете, появляется хозяйка в комментариях, и она начинает там ругаться. Она говорит, что
На самом деле это все было придумано одним человеком, который хотел сбить цену на дом, но ему как бы скидку не сделали. И он тогда сказал, что у вас этот дом никогда никто не купит. И по словам хозяйки, это он начал распространять как бы, да, вот эти различные легенды, ну, в отместку. Ну, так или не так, я не знаю, как бы, в чьи версии верить, но однажды на встрече с читателями была одна девочка, которая была дочерью следователя, который вел дело. И она говорит, что она подробностей не знает, но факт остается в том, что ее отец занимался как раз делом, которое было связано с вот этим самым участком. Но насколько это давно было, тоже неизвестно. Возможно, как бы те хозяева, которые пытались продать дом, не в курсе были того, что там происходило. Может быть, даже до постройки дома там было какое-то убийство. То есть, ну там что-то такое было, действительно, какая-то неприятная история. Но подробности мне совершенно неизвестны. Вот. Когда мы туда пришли с экстрасенсами, экстрасенсы, конечно, говорят, что они что-то чувствуют. В это я сразу отметаю, потому что, может быть, они действительно что-то чувствуют. Может быть, они ничего не чувствуют, они просто называют себя экстрасенсами. В любом случае, что первая версия, что вторая версия, они должны говорить, что я чувствую. Тут как бы присутствие потусторонних сил и так далее. Поэтому мы это полностью отметаем. Была одна вещь очень любопытная. Я ходил, мы снимали на камеру, но при этом я еще ходил по зданию и пытался все фотографировать на телефон. Все подряд, что видел по кругу, безостановочно. Я надеялся, что в кадр попадет что-нибудь такое, похожее на привидение, что потом можно было бы использовать в передаче. Потом что-то такое неладное я заметил только уже, когда передачу смонтировали. Она потом уже вышла. Я дома пересматривал в очередной раз фотографии и заметил одно интересное совпадение. Когда я вот ходил по кругу здания, фотографировал, самое интересное было в том, что именно там была, в середине дома была комната, типа кладовки, видимо, потому что в ней не было окон. Темная такая. Именно у входа в эту комнату было на снимке постоянно в одном и том же месте появлялось какое-то вот белое пятно круглое. Это похоже, конечно, на артефакты на фотографиях, которые бывают, кстати, очень часто их говорят, что это плазмоиды или то, что это привидения и так далее. На фотографиях очень часто появляются маленькие белые пятнышки. Это на самом деле либо поднятая пыль, что часто бывает в заброшенных помещениях, например, либо капельки влаги. Это когда снимаются вспышкой во время высокой влажности, там, во время дождя, после дождя, во время тумана. Это капельки воды в воздухе, они отражают свет, и это как бы отображается уже на самом снимке. Но тут как бы это не было ни первым, ни вторым, потому что объект был очень большой. Это не было маленькое пятнышко, это прям в дверном проеме очень большая такая вот штука была, примерно таких вот размеров. И она была фиксирована на одном и том же месте. То есть, когда я вот так вот дома обходил по второму кругу, она снова оказывалась там же. То есть, для пыли это было бы слишком странно. То, что только в одном месте и только как бы и в разное время оно проявляется. Далее происходят еще более интересные вещи. Один из участников нашей передачи, он говорит, я сейчас сделаю небольшой обряд по очищению. Я этот обряд снимал в том числе и на фото. И на фотографии вот этот молодой человек, он зажигает щепки небольшие, он там траву какую-то жег. И в этот момент вот эта самая белая круглая штука, она была прямо перед ним. Ну, внутри уже вот этой комнаты. И самое интересное это то, что когда он завершил свой обряд, эта вещь, она исчезла со снимков. То есть сколько бы я потом уже не ходил и не снимал по всему дому, у меня все кадры были уже чистые, уже без вот этой вещи. Правда, он сказал то, что здесь, говорит, зло такое достаточно укоренившееся, и, говорит, мой обряд, он поможет только на какое-то определенное время, там, на месяц, говорит, а потом как бы там снова будет какая-то паранормальная активность. Больше я как бы про вот это здание ничего сказать не могу, потому что я стараюсь, ну, не придумывать
больше, чем есть. Здание, конечно, интересное, но соваться туда я уже не советую, потому что все-таки это частная территория, и он уже теперь не совсем заброшен, потому что пару лет назад там начали делать ремонт, там поставили окна, и говорят, что там по ночам горит свет, то есть там кто-то его зажигает. И в каком состоянии этот дом сейчас, я не знаю, я не проверял. Просто с тех пор, как я узнал, что за дом взялись, я уже решил как бы на эту территорию не вторгаться и как бы ничего с этим не делать. И год назад мне скидывали объявление о продаже вот этого дома. Сумму я не помню. И плюс еще один из риэлторов у нас в городе тоже как бы занимался продажей вот этого дома. Продали или нет, я как бы не знаю. Просто я эту легенду городскую не отслеживаю. Потом я еще ездил, конечно, в совершенно разные места. Я не скажу, что я прям за привидениями гонялся. Я, например, спускался в ледник в Кангаласах. Тоже место такое, на самом деле, немножко жутковатое. Правда, с ним никаких особых легенд не связано. Говорили, что там повесилась женщина, но оказывается, она повесилась в другом леднике, который находится не там, где я был. Их, оказывается, там два. То есть это было в совершенно другом месте. И что я еще посещал? Я посещал место, где снимали фильм «Нахара». Это заброшенная часть село Бюре, то есть я по ошибке думал, что это и есть сама Нахара. Потому что мы туда поехали, а село Бюре находится в Нахаринском наследии. Там как бы табличка висит, и мы когда село Бюре проехали, уехали в заброшенную часть, оно находится там буквально в километре от него. Мы думали, что это Нахара, потому что съемки были там. Потом ночью, кстати, туда приехал глава, потому что проезжающие люди, они заметили то, что там молодежь какая-то ходит, это были мы. Мы туда поехали в компании, сейчас я скажу, у нас было 5. Поехали компания, и ночью приехал глава. Но он еще попутно кому-то что-то показывал, и заодно как бы решил проверить, кто здесь находится. Он нас увидел, что мы как бы не хулиганы какие-то и не пьяные. И он нормально как бы с нами поговорил. Оказалось, что это заброшенная часть села Бюре. Некоторые дома, мы там по заброшкам тоже полазили. Некоторые дома, оказывается, до сих пор используются как летние, как саилыки. И тем более я в одном дворе увидел даже огород. То есть как бы не стопроцентная заброшенность. И оказалось, что там как бы никаких таких легенд и прочего нет. Хотя там я еще увидел такие очень древние захоронения, скорее всего, царские. Я потом, может быть, отправлю как бы фотографии вот этого места. И там я еще увидел жертвенное дерево. Жертвенные деревья, они в Якутии бывают совершенно разные, разного формата. Один из его видов — это дерево, у которых 3 ветви. То есть вот ствол, и там 2 такие толстые ветви, и одна еще посередине, но она спиленная. И вот на вот эту спиленную вещь раньше вешали шкуры жертвенных животных. Вот, и получается, там, где вот эти 2 древние могилы были на небольшом холмике, там стояло вот это вот дерево. Если не знать как бы вот эти особенности, можно как бы даже внимания не обратить. Правда, где вот центральный сук, там дупла появились, или какие-то отверстия, и они походили на лицо, то есть там как будто 2 глаза и 1 рот. Что-то такое. Но я скажу то, что мы там ничего такого не почувствовали, ничего такого не увидели в этом Нахаринском наследии. Кстати, я даже смонтировал мини-фильм, я его выложил в интернет, и он в первый же час или 2 он набрал 2000 просмотров. И мне пришлось удалить, потому что сами участники вот этого моего мини-фильма про наш тур попросили меня удалить те кадры, в которых они присутствуют. Они там были практически везде, поэтому я удалил как бы вот эту видеозапись полностью. Исходники у меня, кажется, сохранились, но я понял, что смонтировать фильм так, чтобы никого не было в кадре, будет довольно-таки сложно. Это прямо нужно будет очень так тонко резать. Плюс еще я выловил достаточно большое количество негативных комментариев от жителей. Потому что я говорил, что мы посетили Нахару саму,
Они говорят, это заброшенная часть села Бюрет, то есть повторили как бы вот эти слова главы. А я потом еще сделал все-таки уточнение, что не Нахара, а Нахаринский наслед. Ну, все равно как бы вал негатива был, пришлось как бы это дело прикрыть. Потом я побывал в огромном количестве заброшенных зданий и так далее, но у меня ничего такого как бы прям контактов не было. То есть я сам на самом деле коллекционирую только сами истории, да, но проверять их я особо не пытался. То есть для меня это все-таки больше фольклорный материал, который я собираю, который я выкладываю в виде сборников. Два года назад я решил возобновить свой видеоблог, который я забросил в 2014 году. Я, кстати, даже открыл новый канал, чтобы как бы не смешивать со старыми историями, потому что я их качеством совершенно недоволен, но они до сих пор есть в открытом доступе. Вот. И я решил начать блог довольно-таки громко. Я в интернете еще сказал, что я хочу снять где-то про дом с привидениями или же про местность с привидениями. Я выбирал одну из двух локаций. Первая локация, я думал снимать как раз в этом самом доме с зеленой крышей. Думал переночевать там. И просто вот как бы ходить по нему, разговаривать. И там что попадется, то попадется. В любом случае просмотры будут. Либо думал поехать в местность Ортодойду и переночевать. Потому что там есть легенда о том, что однажды во время выпускного ребята пошли на природу, там выпивали. Потом одна из девушек, она от толпы отделилась, и они подумали, что она ушла домой. А она, оказывается, уснула. И они, получается, ушли, они не думали, что они ее бросили. И она там замерзла насмерть в лесу. И после этого ее призрак якобы появляется, стучится по ночам. И то, что там ночью уже как бы люди боятся там оставаться в этой местности Ортодойду, вот где там туристический комплекс есть, где зоопарк там и так далее. И там якобы на ночь никто не остается, вот именно вот где поле. Это где поле рядом еще проводит, да? Да-да-да. Постройки. Да-да-да. Ну вот, опять же, я хотел проверить, насколько это правда или нет, и тоже хотел выбрать время, когда она появляется. То есть, по легенде, она появляется именно в теплое время года, когда холодно, ее нет, потому что она боится вот этих самых холодов, в связи с чем она умерла. Кстати, еще одна из интересных легенд — это про призрак на Покровском тракте. Там тоже, по легенде, девушку увезли нехорошие люди. Ее там изнасиловали, избили и выбросили из машины. И она поползла, или пошла к посту ГАИ, а там, оказывается, гаишники спали ночью. И они ей дверь не открыли, и она якобы там замерзла насмерть. Или просто умерла на пороге. И по легенде она прям по ночам там стучится, именно поэтому как бы туда люди отказывались выходить на дежурство, и поэтому этот пост скорости был заброшен. Но на самом деле, кстати, этого поста ГАИ больше нет, то есть на этом тракте есть пост ГАИ, но он находится на другом месте. То есть это не тот самый пост. Я вот этот заброшенный пост сам лично посещал, и я помню, где он находится. Сейчас там совершенно... То есть я заходил, когда он стоял заброшенный, я туда зашел, и я испугался больше не ауры там какой-то или еще чего-то там. Я испугался от того, что там очень много было экскрементов человеческих. То есть туда люди заходили и исправляли нужду элементарно. То есть там шагу нельзя было вступить. Везде было заминировано. Да, я оттуда просто сразу же вышел. Не успел как бы нормально это место разведать. А потом этот пост как бы снесли вообще полностью до основания. И, кстати, по-моему, он находит, то есть, по-моему, на его месте сейчас находится этот памятник с орлом. То есть не... Да, соколом. То есть не ровно на том же, да, но где-то вот, да, как ориентир. Вот.
Потом я еще узнал подробности, почему заброшен был этот пост. Оказывается, там не было никакой паранормальной истории. Просто-напросто этот пост был заброшен вследствие реорганизации. То есть там был вопрос ответственности, то есть к какому отделению полиции он будет, то есть, под чьей ответственностью он должен находиться и так далее. И там, по-моему, решили, что как бы его поддерживать нецелесообразно, и поэтому его забросили, оказывается. То есть у меня источник был как бы уже из самих правоохранительных органов. Вот такая вот история. То есть вот это место я как бы посетить уже не мог. И получается, я приехал с командировки, и буквально за день, за два до съемок я договорился с одной девушкой, которая должна была быть моим оператором. То, что мы выезжаем, мы уже определяли дату, уже как бы вот-вот. И я просыпаюсь больным. У меня парализовало половину лица. То есть сначала я даже не понял, мне приснилось, что я сам себя избил во сне. Но это была, видимо, психосоматика, то есть изменения как бы в нервной системе, они повлияли на мое сновидение. И я сначала подумал, что я действительно сам себя избил, и у меня половина лица не слушается из-за гематом. Я пошел на работу, и там коллега, он у меня как раз сидел с той стороны лица, которая у меня была парализована, вот это вот правая. И он говорит, это выглядит жутко. Он говорит, у тебя половина лица как бы вообще не двигается. А я ему рассказал про вот эту вещь, он говорит, ну все-таки сходи к врачу, проверься. Потом я пришел домой, а там, оказывается, когда лицевой паралич происходит, через некоторое время мышцы, они размягкают, и лицо начинает стекать, вниз. Потому что мышцы, помимо мимических функций, они еще выполняют функцию того, что они вообще его держат, как таковое. И у меня лицо начало превращаться в лицо Квазимода, вот этого горбуна из Нотр-Дама. То есть один глаз такой как бы заплыл, щека упала, рот упал, говорить начал с трудом. Я, получается, на следующий день пошел в больницу, то есть в поликлинику. Мне в тот же день назначили лечение, а через несколько дней меня положили в больницу. Я довольно-таки долго от этого лечился, и недуг он прошел несколько месяцев спустя. Там, я терапию проходил и так далее. И я могу сказать то, что, возможно, это было связано с моим намерением как раз снимать этот видеоблог. Вот, потому что я как бы хотел посетить места, которые реально пользуются дурной славой. Мне один человек еще потом сказал, то, что на самом деле мне нужно было брать алгыс или благословение на вот это дело. А я думал, что мне не нужно, потому что, работать с текстами страшных историй или же как бы рассказывать их вслух я могу. На самом деле, кстати, это отрицательная информация, с ней как бы не все могут работать. Я могу сказать, да, даже если вы как бы полностью материалист, я могу сказать, что это действительно отрицательная информация. И как бы постоянный контакт с ней, он может тоже как бы негативно сказываться на человеке, на его психологии, там, на его здоровье или еще что-то. Но как бы у меня есть, можно сказать, разрешение свыше вот этим всем заниматься. А значит, человек мне сказал, что он говорит, видео, тем более, говорит, реально, это, говорит, уже совершенно другая история. И поэтому на это нужно было брать совершенно отдельный алгыс. То есть мне нужно было зажечь огонь, призвать духов и как бы объясниться с ними. Кстати, возможно, я это дело возобновлю. И я, по крайней мере, перед тем, как вот это все делать, я попробую все-таки соблюсти все вот эти обряды, потому что мало ли что. Потому что, может быть совпадение, а если нет? А что, если нет? Вот это действительно страшно. Сейчас я расскажу все, что знаю про вот это здание. Мне часто рассказывали какие-то вещи, только я большого значения почему-то не придавал. Может быть, меня просто само вот это здание не пугает, потому что я там бывал довольно-таки часто. Я там ничего такого не чувствовал, не видел, не слышал. И там часто очень собиралась молодежь, и они там просто... Это место для распития алкогольных напитков.
Кстати, это здание, у него судьба еще пока неизвестна, что с ним будет. По идее, это должен быть объект культурного наследия, там реконструкцию делать и так далее. Но это здание сейчас находится, ну, в очень плачевном состоянии. В нем просто находиться опасно уже элементарно. То есть я туда уже сам не пойду, потому что там обваливаются стены, обваливаются полы. Там может что-то свалиться на голову или можно провалиться там через этаж. То есть, когда здание еще было в чуть более лучшем состоянии, когда я ходил там по второму этажу, там в нескольких местах были дыры в полу, в которые можно было элементарно упасть. И вот ребята, которые там собирались, они мне часто рассказывали какие-то истории, то что могли быть какие-то различные шумы в тех комнатах, в которых никого нет. Ну, то, что слышат, то, что кто-то ходит или там что-то еще, туда заглядывают, а там никого. Ну, это тоже можно как-то списать на акустику или на что-то еще. Там кому-то что-то казалось, но я не знаю, как бы в любом старом здании что-то может показаться. Плюс еще, учитывая, сколько алкогольных напитков там принимают, я думаю, там можно увидеть хоть Папу Римского. Но, тем не менее, рассказов про какие-то привидения, вот про какое-то присутствие, ну, их достаточно много. То есть они мне приходили, опять же, как я говорил ранее, да, то, что миф считается устойчивым, если у него есть не один источник. Этих источников у меня было более чем достаточно. Правда, прям каких-то четких фиксированных историй я не слышал. То есть это было на уровне, там, я что-то услышал или я что-то увидел там, и испугался. Но более подробных описаний не было. Но рассказов этих много. Это раз. Второе, здание, оно как бы реально достаточно древнее. Я про него делал даже публикации, ну, имеется в виду как журналист, о том, что как бы это здание требует реконструкции и так далее. Кстати, недавно на сайте суда видел о том, что обязывают вот это здание огородить, чтобы, ну, то есть суд обязывает ответствующий субъект, я не помню там, кому он принадлежит, там, управление культуры или кому-то еще, городской суд обязал, чтобы вот эта организация, она ограничила доступ граждан, ну, то есть, чтобы его нормально огородили, чтобы туда никто не проникал и так далее, поскольку это здание, оно небезопасно. Ну, я занимаюсь на самом деле много чем. Ну, я не скажу, что прям чем-то увлекаюсь постоянно. Например, раньше я очень активно занимался пешими походами. То есть я пешком ходил, пересекал реку Лена, ходил до Нижнего Бестяха, ходил до Юсхатына пешком. Кстати, почему-то мне тяжелее всего это давалось. Плюс еще ходил до Магана пешком, там на очень большие расстояния. Сейчас, к сожалению, здоровье не позволяет постоянно как бы ходить, ну, очень далеко и продолжительно. Вот, поэтому я это дело не то что подзабросил, просто уже это делаю не так интенсивно и не так часто. Вот, помимо этого, я занимаюсь на любительском уровне фотографированием, веду видеоблог, веду как бы блог со страшными историями, и плюс еще те книги, которые у меня вышла уже, получается, трилогия. То есть первый сборник, он был полностью самиздатом, он вышел совершенно маленьким тиражом, микроскопическим. Кстати, я их покажу. Вот она. Вот эта книга на глянцевой бумажке. И обложку мне делал местный художник Роман Марков. Он очень любит как бы и ужасы, и именно фольклорную вещь. Поэтому в этом плане мы как бы очень хорошо сошлись. Он сделал мне обложку. Вот. Опять же, как говорю, после шаманского трипа в Бурятию, в Хакасию, у меня почему-то вдруг открылся дар писателя. То есть, ну, меня инстинкт начал вести именно в этом направлении. То есть, когда я приехал с этого трипа, внезапно я начал писать книгу. Я даже как бы на самом деле это прям так четко не планировал. У меня были, конечно, мечты, мысли на эту тему. Вот. И
Так, я немножко в смысле сбился. К чему я книгу упомянул? Про шаманский трип. Нет, до этого. Когда ты начал писать, почему, ну, вдохновился, Нет, а до? а после, ну, вообще после этого. Короче, после какого-то события-то, ну, Так, инстинкт у тебя появился. Вот. да, нет, до этого тоже. А, То есть к чему я книгу-то вспомнил? Ну, Ну, вопрос в чем заключался, я же на вопрос отвечал. вопрос у нас заключается, какое у тебя вот еще увлечение есть, хобби, да? Да. Точно, ага. В общем, я веду видеоблог, но, можно сказать, практически дублирует мою деятельность, то есть то, чем я занимаюсь. Кстати, почему у нас вдруг начала шататься камера? Ты ее задел? Нет, не задел. А. Что меня сейчас жуть немного. Ну, тут всякое может, конечно, происходить. Я просто сам заметил, что камера вдруг начала вот так вот двигаться. Я У еще... меня вот сейчас вот Но. это состояние не очень начинается. Я вот подумал внезапно то, что, может быть, каким-то образом задел. Нет, по-моему. Ну и сквозняка тут такого не может быть, чтобы она прям... Мгм. Или мы закончим, да? Нет, надо продолжить. Ну, надеюсь, все хорошо будет. Кошка-то знает же, да? Да, но, кстати, кошка, она очень чувствительна у меня к таким к токам силы. И вообще, потому что, когда я, например, веду видеоблог, она в самый кульминационный момент может внезапно подойти и сзади на кресло запрыгнуть, то есть появиться в кадре. То есть она прям это, ну, очень тонко ощущает. сейчас вот И мурашки. да, и сейчас она спокойно спит, поэтому я все-таки считаю, что Да. все в порядке. Когда, короче, она сама, монопод сам начал шататься, у меня мурашки стали. Начали по коже и волосы как-то дымом. Немножко. Ага. Вот чем я еще занимаюсь? Раньше я еще занимался хардболом, это военно-тактические игры стрелковые. Мы стреляли из пневматики, делились на команды. И можно Пейнтбол, сказать, нет, это хардбол. То есть это пневматика, то есть стальными и шариками и свинцовыми пулями обстреливались. Ну, конечно, экипировка тоже была соответствующая, достаточно плотная. Вот этим я занимался несколько лет и ездил даже на дальневосточные сборы, которые у нас проходили в городе Нерюнгри. И там ребята приезжали как бы из Тынды, из Владивостока и еще с нескольких населенных пунктов. И вот с Якутска тоже 2 команды выехало. И, получается, была команда еще с самого города Нерюнгри, как хозяева. Вот. Плюс еще, помимо этого, я иногда рисую. И, кстати, вот если вернуться к тем же самым книгам, то трилогию я, можно сказать, написал. То есть это вот эти страшные истории, первая книжка. Потом было переиздание на якутском, но оно в серию, ну, нельзя сказать, что оно именно из серии, поскольку это переиздание. Потом выходили городские легенды. Так, у меня сейчас на руках, оказывается, ее нет, она далековато. И третья, уже последняя из трилогии, она выходила уже с издательством Бичик, которое нынче называется Аяр, переименовалась. Вот, уже как бы под их брендом вышел уже мой 3-й сборник, то есть уже как бы нормальным тиражом. И на этом как бы я планирую завершить сборники страшных историй. Я надеюсь, что у меня появятся последователи, которые будут чем-то таким заниматься. На самом деле есть еще большое количество в Инстаграме пабликов, которые берут в том числе мои истории и публикуют истории своих подписчиков и так далее. Я на самом деле никогда не претендовал, то есть у меня никогда не было претензий к этим коллегам, потому что у меня у самого тоже достаточно большое количество контента, оно не является авторским. То есть это либо какие-то чужие истории, либо это истории как бы изложенные с чужих уст. То есть я не считаю, что это прям лично мое творчество.
Я как раз со сборниками страшных историй решил закончить, чтобы заняться уже, собственно, настоящей писательской деятельностью. То есть своей, ну, авторской. Да, авторской. Хотя, кстати, на самом деле я публиковал несколько рассказов, но они большой популярностью не пользуются, потому что людей интересует именно страшные истории, именно как фольклорный материал, потому что все-таки, ну, есть вера, что как будто это происходило на самом деле. То есть как бы есть вот это вот ощущение, трепет, и людям это очень нравится, а мои вот исключительно выдуманные истории в жанре там городского фэнтези или фантастики, они особо никому не нужны, к сожалению. Но я, тем не менее, хочу заняться уже большим творчеством. Сначала я, конечно, отдам дань нашему народу, и я планирую выпустить книгу под названием «Мифология народа Саха». То есть это будет уже чем-то чуть более сложным, чем просто сборники страшных историй. Это уже как бы такая обширная будет работа этнографическая. Там как раз и про богов, и про злых духов. Вот это вот вся полностью будет вот классификация. У меня есть литература, на которой я базируюсь. Это наши классики. Это Кулаковский. Это будет у нас... Так, это Кулаковский. Это Сирошевский, это Ксенофонтов и другие как бы не менее известные авторы. То есть на основе их трудов я собираюсь выпустить уже как бы небольшой сборник или, можно сказать, мини-энциклопедию на вот эту тематику. Там помимо как бы описаний вот этих сверхъестественных существ будут еще и рассказы народные. Я надеюсь, что книга будет успешной, поскольку я планирую ее выпускать как бы не в издательстве, а именно собственными силами. Кстати, я еще могу сказать, как писатель, то, что сам издат — это дело очень трудоемкое. Это на самом деле дело для целой команды. У меня, кстати, эта команда на самом деле есть, потому что я познакомился с одним замечательным человеком. Ну, то есть помимо Романа Маркова, художника, я познакомился с одним замечательным человеком. Это Сахаяна Солдатова. Она иллюстратор. Она же, кстати, будучи еще студенткой, сделала дипломную работу, кстати, по моему первому сборнику страшных историй. Она вдохновилась им, и она сделала альтернативную верстку. И она, я вам скажу, гораздо лучше оригинала. Честно скажу. Она просто меня переплюнула. И она, получается, сделала просто в одном экземпляре тесты вот эту книгу. Совершенно другая верстка, с иллюстрациями. Ну, полностью готовая. И, ну, эта работа у нее на учебе произвела фурор. То есть ее прямо очень сильно хвалили. И она еще сделала, ну, мерч вот этих страшных историй, тоже по одному экземпляру, именно как в качестве дипломной работы. И это даже выставлялось на выставке библиотеки на 203 микрорайоне. Библиотека 203, по-моему, называется. Библиотека Смарт, вот точно. Смарт библиотеки это выставлялось. И, соответственно, она мне помогала делать книгу номер 2. И получилось так, что даже когда я заключил договор с издательством «Маяр», она тоже была моим иллюстратором, и она сделала обложку номер 3. То есть я еще тогда сказал, что, видимо, это наша судьба все время как бы в творческом плане пересекаться. Вот, то есть ее можно как бы привлекать как бы для таких вот дел. Плюс, опять же, как я сказал, Роман Марков. И есть еще у меня друг, замечательный верстальщик. Это... И есть еще у меня замечательный друг-верстальщик, это Прокопий Жирохов. Просто я у него... Имя не вспомнил, да? Да, я не смог вспомнить имя, потому что у него в интернете двойное имя. А одно из них только является настоящим, как бы паспортным. Поэтому я так немножко замялся. Вот. И плюс еще после как бы вот этого вот сборника следующего я займусь уже, собственно, своим уже личным творчеством. И как бы ни в писательство я покидать не собираюсь. У меня будут выходить книги. И они все так или иначе будут связаны либо с мистикой, либо с фольклором. Поскольку это как бы мои
самые любимые жанры. И мое кредо — это заниматься тем, что тебе по духу. Потому что если ты будешь заниматься чем-то только потому, что тебе кажется это популярно, например, да, то ты просто очень быстро выгоришь. У тебя внутренний ресурс, он быстро закончится. Потому что люди заниматься должны вещами либо ради выгоды, либо для души. Других вариантов нет. То есть, если ты отклоняешься от этого курса, то есть, если ты не получаешь материального или духовного какого-то вознаграждения, все действия, они являются бессмысленными. Я думаю, можно снимать, потому что, видишь, у меня такая вот история произошла. Я сам лично склоняюсь все-таки к мистической версии о том, что моя болезнь, она была взаимосвязана. Потому что это все-таки документалка. Я считаю, что вот это вот как бы таинственные вот эти силы, они не совсем любят, когда с них срывают покров. И нужно как бы, чтобы у человека было такое разрешение свыше. То есть он с этим разрешением человек может, например, родиться. На самом деле. То есть это как бы в договор его души, возможно, как бы изначально входит, как у меня писательская деятельность. Вот. А что касается как бы художественных фильмов, да, это все-таки ближе к вымыслу, или это такое свободное изложение режиссерское. Я думаю, то, что тут как бы совершенно ничего такого как бы не должно быть, поскольку у большинства режиссеров фильмов ужасов ничего такого как бы не происходило, насколько я знаю. То есть это буквально было, я не знаю, 2-3 кинокартины, у которых прям какая-то мистика происходила на съемочном процессе. Вот. Кстати, про Нахара фильм хотел еще сказать, то что я общался с режиссером. Нет, Марина Калинина. Это первая часть. Да, Марина Калинина. Она говорит, что у них во время съемки случайно какая-то сущность попала в кадр. И они еще думали, брать его в кадр все-таки или нет, потому что получился такой как бы бесплатный спецэффект. Там, когда снимали актера, сзади появился какой-то вот темный фантом. И это заметили только на пленке. И, кстати, у них постоянно были проблемы во время монтажа. У них ломались компьютеры и так далее. И, кстати, они все-таки в итоге решили от греха подальше удалить ту часть пленки, где вот в кадр попала вот такая вот, ну, сущность. Ну, и я считаю, что это правильно, потому что одно дело, когда ты работаешь именно по художественной части, и другое дело, конечно, когда ты берешься уже, ну, за реально существующие вещи. Но с зеркалом, конечно, связано очень много различных легенд и мистики, но я как бы сам лично ни с чем таким не сталкивался. Но у меня один друг рассказывал историю о том, что ну, каким-то образом к нему в руки попало зеркало старинное. И он принес его домой. Но я не помню, он то ли его нашел, то ли купил там, что-то такое. Но самое интересное то, что по ночам у него кто-то начал ходить по квартире. И он однажды даже увидел, у него зеркало находилось как бы в другой комнате. Но это что-то начало ходить. И потом он ночью просыпается, и он вдруг увидел какую-то темную сущность, которая вот так вот заглядывает к нему в комнату. Прямо на его Илегаджер, по-якутски говорят, ну, воплоти практически. Вот такая вот вещь у него была. И как бы после того, как он от этого зеркала избавился, у него все вот эти явления прекратились. Я не знаю, как бы, возможно, действительно в зеркалах что-то такое как бы может сохраниться, зафиксироваться. Ну, как бы подробно такой вот феномен я еще не изучал. И хотелось бы еще рассказать про свою классификацию. Это как у уфологов есть контакты разного рода. Там контакты 5-го вида или как-то так называется. Я подумал, что нужно создать свою классификацию, но уже что касается всяких привидений и так далее, такого вот паранормального. Степени присутствия, то есть их всего 4. Первая степень — это просто у тебя есть какое-то ощущение, то, что где-то что-то есть. Ну или даже во сне может что-то тебе показаться, но оно никак не проявляется больше. Кстати, эта вещь распространенная, и как бы в этом ничего такого
страшного нет. Вторая степень присутствия — это когда уже вот это паранормальное каким-то образом себя проявляет. То есть ты его уже видишь наяву. Это степень присутствия. Вторая, она более как бы уже более опасная, более настораживающая. Но оно просто именно на уровне видений. Там, краем глаза что-то увидел или промелькнуло, или там в зеркале что-то увидел, вот что-то такое на уровне видений, на уровне звуков, например, да, вот как будто что-то упало, ты идешь, ничего не упало на самом деле. Степень присутствия третья, как бы еще более тяжелая. Кстати, они на самом деле еще могут идти по нарастающей. И там уже на второй, на третьей степени нужно уже действительно паниковать и предпринимать какие-то меры. Третья степень присутствия — это когда вот это нечто, оно уже взаимодействует с физическими предметами. Оно там роняет предметы, оно тебе выключает свет, или вот какие-то такие вещи происходят. У меня, кстати, на одной ночной работе была третья степень присутствия. Потому что у меня однажды произошло такое, то, что я сидел ночью на дежурстве, это большое здание общественное, и там в актовом зале кто-то начал играть на пианино. Актовый зал закрыт, дверь закрыта на засов изнутри, и никаких посторонних людей в помещении не было. Там, в камерах тоже, конечно, никого. И во время другого ночного обхода у меня произошло такое, то, что я подошел к стулу, который стоял в коридоре, и он от меня с шумом отодвинулся, так как будто в нем кто-то сидел. И когда я начал подходить, чтобы не испытывать дискомфорт или чтобы со мной в контакт не вступить, это что-то оно прям отъехало назад. Я тогда подумал, что же делать? Мне очень хотелось, конечно, заорать и побежать обратно, но на самом деле, как бы, когда сталкиваешься с такими вещами, сам наяву, нужно сохранять спокойствие, потому что у тебя тогда гораздо больше шансов того, что ничего не произойдет. Потому что, по легендам, такие вот сущности, они пытаются развести человека на эмоции, чтобы напитаться его энергией страха, например. И нужно сохранять спокойствие. И мне, конечно, было очень тяжело это сделать. С абсолютно невозмутимым выражением лица я продолжил обход. То есть я заходил в кабинеты вот эти темные, заглядывал и так далее. Хотя было, конечно, очень страшно на тот момент, но я держал себя под контролем. Я почувствовал, что если я начну кричать и убегать, действительно что-то страшное может произойти. Вот. И четвертая степень присутствия, это уже физическое проявление, это уже илягджар. Это когда, то есть это уже материализация. Материализация призрака, это бывает, конечно, чаще всего достаточно редко и на какие-то непродолжительные случаи. Кстати, с этим связана одна очень интересная легенда, я ее вкратце расскажу. Это, в общем, в одном селе с собой покончила девушка. И после этого она начала появляться. Она появлялась часто очень на своей могиле, на кладбище. Ее видели даже посторонние люди. То есть люди, которые приезжали привозить продукты, водители или товары в село. Они как бы, проезжая вот это кладбище, они потом заезжают и спрашивают, говорит, это что у вас за сумасшедший, говорит, сидит на могиле и расчесывает волосы. Еще и в белом платье. Прямо по классике. И, конечно, местные сами тоже с ней сталкивались, они ее видели. Она прямо могла бегать по полю днем даже. Она прямо очень быстро передвигалась и поднимала за собой клубы пыли. И даже однажды она встретилась лицом к лицу со своей подругой, с которой они как бы при жизни общались хорошо. И говорят, что она даже приходила домой к себе, где она жила, и там жил ее старик-отец. И она его выгоняла, и ему, бедному, приходилось ночевать там у друзей, у знакомых и так далее. И потом один из стариков, он сказал, что нужно обсыпать могилу солью. Соль является как бы очень сильным защитным оберегом. В некоторых случаях даже рекомендуют делать из соли круг вокруг себя, чтобы призрак не мог его пересечь. Я не знаю, как с этим связано, но такое поверье есть. И после того, как обсыпали густо могилу солью,
она пропала, то есть она потеряла свою способность выходить из могилы и материализовываться. Вот такая вот вещь была, и очевидцев было достаточно много. И еще я обещал рассказать историю про Никона Романова, про человека-невидимку. Это одна из самых крутых легенд Якутии. Она, наверное, заслуживает даже отдельного блога, чтобы подробно про это рассказать, потому что свидетельств о его существовании было достаточно много. То есть о нем рассказывало довольно-таки большое количество человек. Он жил, по-моему, да, он жил в царское время. Однажды в одной семье появился человек-невидимка. Он называл себя Никоном Романовым, он называл себя знатоком магии. И говорят, что у него он был полностью невидимый, и у него видимая была только часть руки. Там у него была белая кожа с волосками. И самое интересное то, что он спокойно, как живой человек, но он и так был живым человеком, он общался с другими людьми. И к этим людям даже приходили гости, он с ними тоже спокойно разговаривал, мог вести светскую беседу. То есть он был человек достаточно грамотный. То ли он обладал прямо таким даром очень мощного гипноза, то ли что, но он это объяснял тем, что он занимался магией, и это как бы результат какого-то эксперимента. И он еще говорил, что у него есть еще братья-невидимки, и даже это воспоминания, они были опубликованы в одной из книг, связанных то ли с районом, то ли с наслегом, и там вот как бы он там упоминается, зафиксировано. И свидетельств тех людей, которые с ним контактировали, разговаривали, очень много. То есть это уже нельзя списать на плод фантазии одного человека. Вот такая вот вещь, но как бы наш формат, к сожалению, не позволяет об этом говорить более подробно, потому что это займет очень большое количество времени. А этот человек, он, получается, где жил? В России жил? В Якутии? В Якутии. Он якутон, в Сахалине. Нет, он был русский, то есть по легендам он иногда принимал видимый вид, то есть он материализовывался, и он был русским мужчиной средних лет, довольно приятной внешности, говорят. И он, кстати, иногда этот дом покидал, и при этом в дымоходе были слышны шум крыльев. То есть он внезапно пропадал, то есть его не слышно, его, например, окликают и так далее, он не отвечает. А перед тем, как он пропадает, через дымоход слышно, как будто птица вылетает. И обратно он тоже шумом таким возвращался. То есть он как будто перевоплощался, да, в какое-то такое невидимое существо. И потом он, кстати, также внезапно и пропал. То есть он куда-то хотел отправиться вместе со своей супругой. То есть он сожительствовал, кстати, с дочкой в семье, где он проживал. Это была его, можно сказать, жена гражданская. И они вместе куда-то отправились. Я уже точно не помню. И во время вот этого путешествия он в одном из мест ее покинул. То есть с ним что-то случилось, видимо. И она потом обратно вернулась к родным. И она как бы про Никона Романова старалась не говорить. Видимо, он ей запретил много о себе рассказывать. И она как бы не могла ничего сказать. Правда, она действительно не знала, почему он исчез. То есть он ее покинул, видимо, на какое-то время, да, и больше не вернулся. Больше не интересно, куда он пропал. Но я слышал еще такую вот очень интересную байку, она, возможно, была связана с ним, то что однажды охотники шли по лесу и вдруг увидели шкуру звериную, и как будто под ней кто-то спал, по очертаниям человека. И они такие подошли, раскрыли ее, а там никого нет. И они очень сильно испугались и выстрелили в него, то есть выстрелили в человека. И он после этого стал видимым. И, скорее всего, это был вот этот самый Никон Романов. То есть, возможно, он отправился на разведку или там по каким-то делам. И когда уснул таким вот образом, да, он оказался как бы жертвой такого несчастного случая. То есть люди, охотники, которые не знали, кто он такой, и не слышали как бы истории про него, они испугались, что это какой-то злой дух или что-то такое, и вот как бы из суеверных соображений его застрелили.
И я вот точно не помню, это нужно посмотреть первоисточник, по-моему, после смерти он стал видимым. Я хотел сказать то, что, наверное, пожелаю как бы всем зрителям все-таки не уходить в крайности. То есть стопроцентный материализм это тоже как бы, ну, мое личное мнение, это тоже не очень хорошо. Нужно как бы уважать потусторонние силы, нужно уважать природу, нужно уважать как бы своих предков. Нужно как бы и вести тоже как бы соответствующий более правильный образ жизни, потому что, ну, наши предки, они находятся с нами, и не надо как бы предавать их идеалов, их идеалы. И с другой стороны, конечно, слишком сильно ударяться в суеверие тоже все-таки не стоит, потому что я сколько раз слышал про такие истории, когда люди, например, вместо того, чтобы обращаться к врачу, да, при каком-то заболевании, они начинали идти там к гадалкам, к экстрасенсам и так далее. То есть нужно все-таки находиться где-то вот как бы между вот этими крайностями. Я лично сам так считаю. И я считаю то, что все-таки историей родного края, его культура, его фольклором как бы можно и нужно интересоваться. И именно это как бы я стараюсь проповедовать, потому что наша история, наша культура — это как бы наш дух и наша самобытность, и то, что нас как бы отличает от других людей, когда мы любим как бы свою родную культуру, мы от этого становимся как бы более сильнее, более крепче, более осмысленнее. Вот, поэтому желаю всем мира и добра.